Дзяржаўны камітэт судовых экспертыз – самае маладое ведомство ў краіне. І менавіта да 6-й яго гадавіны было прымеркавана прэзентацыйнае мерапрыемства, падчас якога усе жадаючыя змаглі бліжэй пазнаёміцца з прафесіямі эксперта і следчага. Месцам сустрэчы стаў Баранавіцкі міжраённы аддзел Дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз, дзе разгарнулася вялікая інтэрактыўная выстава. Дарэчы, у такім фармаце яна праводзілася ўпершыню. В настоящее время Государственный комитет судебных экспертиз обладает уникальным оборудованием, скажем так, мирового формата, которое имеется в лабораториях других стран мира непосредственно. На нашей выставке было представлено оборудование, которое помогает восстановить удаленную информацию с электронных носителей. Это наше современное направление компьютерно-технические экспертизы. А также одно из современных направлений – это проведение ДНК-исследований. Специалисты отдела судово-биологичных и генетичных экспертиз продемонстрировали на практике, как можно доследовать кровь, волосы, слину и інший биологичный материал человека, який той покинул на речевых доказах. Сейчас для работы экспертов достаточно малюсенького пятнышка крови. Буквально 1 миллиметр на 1 миллиметр. Это нам достаточно такого размера пятна для того, чтобы выделить ДНК. Так само падчас мерапрыемства можна было даведацца, як эксперты з выкарыстаннем сучаснага абсталявання правяраюць сапраўднасць разнастайных дакументаў і грашовых купюр, з дапамогай якіх тэстаў і методык праводзяцца псіхіятрычныя экспертызы, як заўважыць нябачаныя простым вокам сляды злачынства, ці магчыма высветліць па касцях, калі і чым забілі чалавека, а таксама пазнаёміцца з тым, што змяшчаецца ў экспертным чамадане. Я сама учусь на юриста, поэтому мне было очень интересно посмотреть на места происшествия, попробовать поучаствовать, посмотреть улики, какие оставляют преступники, какие не оставляют. Ну, ни одно правонарушение и преступление не остается без улик, поэтому они будут раскрыты в любом случае. Самое большее это вообще и впечатлительно запомнилось, что по поводу жестких дисков, что если все удалил, то можно, то есть специалисты могут все восстановить, могут выяснить, что было, куда ты заходил, где находился в социальных сетях, что у тебя было записано, фото, видео. Я тут узнала, что как находить слепки следов, отпечатки пальцев, как узнавать по запаху, то может быть, я тоже стану экспертом-криминалистом. Так само глядачам продемонстрировали работу следчых и экспертов на импровизованном месте злочинства. Можно было на свае вочы побачить, як зберагаюць сляды абутку злачынцы, як з дапамогай дактыласкапічнага парашку знаходзяць отпечатки пальцев и на что яшчэ звяртаюць увагу криминалисты. На сегодняшнем мероприятии мы постарались нашим гостям рассказать, что такое осмотр места происшествия, для чего это так важно в раскрытии и расследовании уголовных дел и как он проводится. Качественный осмотр места происшествия позволяет раскрыть преступление через многие годы. Тому подтверждение есть, в том числе и в Барановском регионе. Это раскрытые тяжкие, особо тяжкие преступления, в том числе и десятилетней давности. Звычайна профессия судовых экспертов застаецца ў цені, але без іх крапатлівай і адказнай працы большасць злачынстваў было б раскрыць вельмі цяжка, а некаторыя і ўвогуле немагчыма.